بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мы восхваляем единого Аллаха и просим у Него прощения нашим грехам, и прибегаем к Нему за помощью, и просим у Него защиты от зла наших душ и от зла наших скверных поступков. И мы свидетельствуем, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад есть Его пророк, и раб, и посланник. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Многоуважаемые зрители, дорогие гости нашей программы, на прошлой встрече мы упомянули с вами о том, что ключом к счастью является Слово Всевышнего Аллаха Коран и путь Его пророка, которого Он отправил к нам в качестве милости для всех нас. Путь пророка называется сунной. Тот, кто держится за заветы Корана и сунны и исполняет их, тот держит в своих руках ключ от двери истинного счастья. У каждого ключа есть зубчики, и у ключа счастья также есть зубчики. Это заветы Всевышнего. Один из таких заветов является темой нашей сегодняшней передачи. Речь пойдет о приветствии. Почему мы решили начать именно с этого? Потому что, когда наш любимый пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершил переселение, хиджру, в Медину, одним из первых заветов, которые он дал ее жителям, был завет о распространении между ними приветствия друг друга миром, салямом. Мекканские язычники доставили много страданий пророку и тем людям, которые уверовали вместе с ним в единого Бога. Эти многобожники не пожелали войти в религию Всевышнего Создателя, ислам. «Мы хотим исповедовать религию наших отцов», заявили они. «Ты, о Мухаммад, призываешь нас поклоняться одному лишь Аллаху, Создателю небес и земли. Ты говоришь, что нужно молиться только Ему и не предавать Ему ничего в сотоварищи. Ты утверждаешь, что нельзя молиться и поклоняться наряду с Создателем ни камням, ни деревьям, ни солнцу, ни луне, ни ангелам, ни джинам, ни людям. Да, Аллах наш Создатель, но нас не устраивает такая религия. Мы хотим оставаться в вере наших предков». И многобожники вынудили пророка, да благословит его Аллах и приветствует, оставить свою родину, досточтимую Мекку. И он по приказу Всевышнего Аллаха отправился в город Медину. Многие жители Медины на ту пору уже приняли ислам. И они пригласили пророка и его сподвижников приехать в их город и поселиться в нем. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в Медину, верующие жители этого города встретили его с огромной радостью. В ту пору в Медине проживало много иудеев, потомков Исраиля. Потомки Исраиля, иудеи, они знали из имеющихся у них книг, что в этом городе, который был известен своими финиковыми пальмами, в скором времени появится последний из посланников Божьих. И поэтому часть иудейских племен перебралась в Медину и поселилась в ней и в окрестностях Медины. Среди этих потомков Исраиля был некий человек, которого звали Абдуллах ибн Салам. Он обладал большими религиозными знаниями и пользовался уважением у мединских иудеев, отличался религиозностью и праведностью. Как только пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, Абдулла ибн Салам, как и многие другие люди,
поспешил пойти к нему, чтобы увидеть его, услышать его слова. Давайте послушаем рассказ самого Абдуллаха ибн Салама, да будет им доволен Аллах. Он говорит, когда посланник Аллаха прибыл в Медину, все люди устремились к нему, и в городе то и дело слышались возгласы: «Прибыл посланник Аллаха! Прибыл посланник Аллаха! Прибыл посланник Аллаха!» Я также отправился посмотреть на пророка. Когда я всмотрелся в его лицо, я понял, что это не лицо лжеца. То есть Абдулла ибн Салам сразу же понял, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, есть истинный пророк и посланник Аллаха. А затем, поговорив с ним и задав ему ряд вопросов, он окончательно убедился в этом. Он принял ислам и стал призывать к этой религии других иудеев. Как бы то ни было, давайте послушаем продолжение рассказанной им истории. Итак, он сказал: когда я всмотрелся в лицо этого человека, я понял, что это не лицо лжеца. И первыми словами, которые он произнес, были слова «Эйюханнас, афшус салам, ва ат'имут та'ам, ва саллу ваннасу ниям тадхулуна аль-джанната бисалам». «О люди, распространяйте среди вас салам», то есть приветствие миром, и кормите едой нуждающихся, и молитесь в то время, когда люди спят, и тогда войдете вы в рай с миром. То есть, посмотрите, когда наш пророк прибыл в Медину, и все люди с нетерпением ожидали, что он скажет, какими будут первые его слова, каким оказался его завет. Его первый завет, первое, что он сказал, были слова: «О люди, распространяйте между вами приветствие миром, салам». Отсюда мы делаем вывод, что приветствие мусульманами друг друга, распространение среди них обычая говорить друг другу «саламу алейкум» является очень важным и значительным вопросом. Первым заветом пророка, произнесенным в Медине, было повеление распространять повсюду приветствие «салам». Поэтому и мы посчитали уместным сделать первой темой нашей программы вопрос о приветствии. Мусульмане, приветствуя друг друга, говорят «ассаляму алейкум». Пророк приказал своей общине приветствовать друг друга именно этими словами. Что означают эти слова? Благодарение Всевышнему. С самых ранних детских пор мы знаем эти слова и произносим их при встрече друг с другом, но многие из нас не знают их смысл. Поистине их смысл очень велик. Слова «ассаляму алейкум» на самом деле являются молитвой, мольбой. Говоря другому мусульманину «ассаляму алейкум», ты желаешь ему салам. Что такое салам? Салам – это значит избавление от всякого зла. Когда ты говоришь человеку «ассаляму алейкум», ты говоришь ему: пусть Аллах защитит тебя и спасет тебя от всякого зла. Пусть Аллах избавит тебя от болезней, сумасшествия, людских козней, грехов, искривления сердца, неверия, злодеяний сатаны, адского огня и всего плохого. Вот такую молитву ты произносишь за своего брата-мусульманина.